Жанна Раифовна Беликова – героиня нашего сегодняшнего выпуска передачи «Твои люди Якутия». Ее знают все жители Ленского района и глубоко за его пределами. Она депутат, предприниматель, работник Ленского аэропорта, ведущая свадеб, а еще многодетная мама. Родители Жанны приехали в Ленский район в 1972 году. На тот момент у супругов не было ни жилья, ни работы. Некоторое время проживали у друзей, но мечтали о собственном жилье. Начали строительство дома, помогала молодым татарская диаспора. Возвели его за лето. Планировали, как и многие приезжие семьи, подзаработать и уехать. А не получилось. Не отпустила якутская земля. Полюбили супруги всем сердцем наши края. Жанна родилась в Ленске в 1974 году. Закончила первую городскую школу. Сразу после окончания устроилась на работу в аэропорт техником по учету. Хотя с детства мечта у нее была получить совсем другую специальность. У нас было большое хозяйство у отца. Он держал коров, свиней, кур, гусей. В общем, большой был хатон очень. А я собирала по всей улице котят, щенят, кошечек. Я всех их пристраивала, лечила, кормила. И, в принципе, мечтала быть ветеринаром. Вот. Ну, не знаю почему. Мне очень нравилось это. Я хотела иметь свою клинику, чтобы спасать животных. Но судьба распорядилась иначе. Когда сюда приехали мои родители, моя мама вообще по образованию педагог. Но в то время школы были полны учителей. И, к сожалению, ей места не нашлось. И она пошла в аэропорт. Сначала заправщицей Н2, потом она работала в ССТ на линейке, это автобаза. Потом она очень долгое время работала в отделе кадров. Когда отец закончил свою работу, ездил на буровые, строил буровые. Это тяжелая работа. Он тоже перебрался в аэропорт. Сначала был в охране, работал в Охровской, потом был в столярке, работал. Вот. Ну и брат мой тоже закончил автодорожный техникум и тоже пришел в аэропорт, в ССТ работать механиком. Ну, поэтому как-то, наверное, родители так сказали, ну какой ветеринар? Вот там в службе организации перевоза как раз было место, техником по учету. И в 91 году я пошла работать сразу после школы. Поступила на заочное отделение в Ленинградское авиационно-техническое училище, но окончить его не получилось. Но на работе Жанна так и осталась. Время шло, с должности техника по учету девушка перешла в отдел перевозок, дежурной. Встречала и провожала самолеты. Я всегда это время вспоминаю вот с такой теплотой, душой. Это было настолько интересно. Мороз, дождь ли, что ли, вот это, ты бежишь на полосу, ты встречаешь пассажиров, провожаешь пассажиров. Это было, вот, ну, работа мне очень нравилась. Это вот, у нас был очень большой коллектив. Когда я пришла, в службе организации перевозок работало 64 человека. А на сегодняшний день нас 16 осталось. Да, очень сильно сократилось. Вот. И вот так вот судьбой было распределено, что я пошла. На сегодняшний момент мои родители на почетном отдыхе. Брат уехал в Татарстан с женой, с семьей, и там работает, ну, тоже по специальности. А я так и осталась одна в порту, и вот у меня 1 августа будет 33 года. Сегодня Жанна Раифовна работает диспетчером службы организации перевозок, провожает самолеты, вертолеты, контролирует вылеты рейсов, работает с экипажами. Как я пришла 1 августа, да, вот мне трудовой принято. И так я и перехожу, только единственное, что должности меняются, ну и организация. Когда-то мы были Ленской объединенной авиаэскадрильей, у нас были свои вертолеты, свои Ан-2, у нас были свои летчики, молодые красивые парни в форме. У нас была очень красивая форма. Если вы помните, у нас были и погоны, и нашивки были. Мы такие вообще были, все, вот, выделялись очень сильно. Потом мы перешли работать в Алмаз, тоже интересное было время, когда мы в акционерной компании «Алроса» работали. На сегодняшний момент с 2016 года мы ФКП «Аэропорты Севера», ну, тоже стараемся выживать. Свою работу героиня нашей передачи очень любит, другой профессии себя не представляет. Она радеет за общее дело, за коллектив и каждого сотрудника отдельно. Сегодня Ленский аэропорт переживает непростое время, грядет большое сокращение его сотрудников, с которым не согласна Жанна Раифовна. Она не осталась в стране, первая начала бить тревогу, обратилась к главам района и города, а также к районным депутатам за поддержкой. Теперь все вместе, преодолевая различные инстанции, они пытаются добиться положительного исхода этого непростого дела. Аэропорты вокруг нас имеют субсидию. Это и аэропорт Алакан летает по субсидии, аэропорт Мирный летает по субсидии, в Якутске летает по субсидии. Нам уже который год не дают субсидии. Не работники аэропорта виноваты в том, что у нас сокращается количество рейсов и количество пассажиров. Мы именно единственный аэропорт внутри, вот, что не имеем ни субсидий, ни реконструкции.
Конечно же, авиакомпании не заинтересованы летать в такой аэропорт, поэтому рейсы сокращаются. Сегодня написаны письма с просьбой о приостановлении сокращения в Министерство труда, Трудовую инспекцию и руководство аэропорта Севера. Все они находятся на рассмотрении. Для того, чтобы поддержать деятельность нашего аэропорта, да, то есть принимается ряд мер. Первое, да, то есть это меры по субсидированию. Мы со своей стороны гарантируем, что все работы, которые будут направлены на улучшение, да, то есть и на сохранение текущей базы и трудового коллектива аэропорта города Ленска, с нашей стороны будут все приняты. Ну и продолжим работу с авиакомпаниями нашей страны по улучшению и загрузке нашего аэропорта. Параллельно, согласно приказу, руководство аэропорта определяет сотрудников, которые будут сокращены. Процедура сложная и болезненная, признается директор аэропорта. Все работники – высококлассные специалисты, профессионалы, получившие образование в учебных заведениях гражданской авиации. Они, конечно, без работы не останутся, они востребованы везде. Единственное, что это будет проблема уже для нас, для аэропорта. То есть такие люди уйдут, потом мы не сможем их назад вернуть. Это будет очень сложно. Но все же все мы надеемся на положительное решение данного вопроса. Жанна Раифовна не остается в стране никогда. Ей присуща неотъемлемая потребность помогать людям. Наверное, поэтому героиня нашей передачи уже много лет является депутатом городского совета. Именно на таких людях держатся полезные общественные дела. Депутатом я уже 3-й созыв. Я была 2-й, 3-й и 5-й. На 4-й я не попала, проиграв 1 голос. Но ничего страшного, тоже не теряла время, тоже продолжала заниматься общественной деятельностью. Началось все с того, что я стала многодетной мамой. Естественно, возникали проблемы. И когда я сталкивалась вот с этими пособиями, справками, я 1 раз собрала все справки, получила пособие, потом поняла, что это не стоит ни времени, ни сил, и вот эти копейки. Но у меня вроде как получилось. Я стала отстаивать там права детей в садиках, в школах. У меня стало это получаться. Ко мне стали обращаться другие мамочки. Вот, а ты там, у тебя получилось, а нам помоги, а нам помоги. И когда стало получаться, почему бы это уже не сделать своей, своим направлением помогать? Как? Попробовала себя пойти в депутаты. Когда я 1-й раз победила и пришла на 1-ю сессию, вот честно говорю, у меня было такое желание, что я сейчас сверну все горы. Я вот сейчас разверну такую деятельность, я все. Но наше законодательство, вот эта вся наша эта бумажная рутина, вот это вот все так вот затянуло, было такое даже сомнение, тем ли я занимаюсь, вот то ли это мне надо, вот зачем вот это. Но опять-таки, вникнув, поняв, изучив, все это, мне стало получаться. Мне стало получаться помогать людям. Особенно, когда люди приходили ко мне на прием, а я сразу заняла такую позицию, я занимаюсь социальной политикой. Мне это нравится. Мне нравится помогать мамочкам, бабушкам, деткам. Вот в этом плане. То есть, если я мало понимаю что-то в дорогах, в строительстве, то в социальной политике вот это я стала... И у меня стало получаться. И когда люди стали эта обратная связь, благодарности, когда стали они говорить, а вот обратитесь к Жанне Раифовне, вот подойдите к этому депутату. Оказывается, что-то получается, оказывается, не зря, значит. Дальше больше захотелось развиваться. Тогда депутату городского совета предложили возглавить Всероссийское общественное движение «Матери России». Жанна Раифовна согласилась. Она участвовала в разработке и принятии закона об ответственном родительстве Республики Саха-Якутия. Работа была долгой и плодотворной. Героиня нашего репортажа выступала за сохранение полных семей против разводов. С недавнего времени Жанна Раифовна не состоит в общественном движении. Теперь в ее жизни появилось новое увлечение. Она принимает участие в организации и проведении выборов. Я все время проводила предвыборные кампании свои, когда я участвовала депутатами. А тут меня попросили поработать на других. И у меня раз получилось, 2, 3, 5. И вот на сегодняшний момент у меня 9 выборов, из которых только одни, которые проиграла лично я на 1 голос. Все остальные выборы, мои кандидаты либо я, победили. Мне это нравится. Я стала... Да, я составляю полностью всю предвыборную кампанию, план работы штаба. И я в этой кухне начала вариться. То есть за столь короткое время суметь организовать вокруг себя совершенно разных людей, распределить четко обязанности и прийти к единому результату. И когда это получается 1, 2, 3, уже прям чувствуешь такое И у меня уже поступили предложения поучаствовать в выборах в других районах нашей Республики Саха-Якутия.
Жанна Раифовна – организатор по призванию. Она сразу же взяла в свои руки руководство над жизнью. Она энергичный человек, сильный лидер, который может повести за собой других. И я по своей натуре вот умею организовать, даже вот когда прихожу в чужой коллектив для себя, да, то есть я быстро нахожу какие-то контакты, как это сделать, какому человеку с какой стороны подойти, как это нужно, то есть ну, вот такой вот умею плавать вот в чужом, когда некоторые теряются, мне наоборот это интересно, когда я куда-то в новую стихию попадаю. И это еще не все из общественной деятельности героини нашего репортажа. Помимо всего вышеперечисленного, на протяжении 14 лет она является председателем управляющего совета первой школы. Также входит в совет родителей. Первая школа – это моя любимая, там все учились мои детки, сейчас доучивается последняя моя дочка, 4-я. И, конечно, я живу судьбой школы. Что, как, где, это мне все это интересно, все это я должна знать, чем живет школа, как там варится, какие проблемы в школе есть. Но, к сожалению, они есть в каждой школе. Вот, поэтому стараемся решать. На сегодняшний момент у нас там очень сильный совет родителей, вот, поэтому все проходит, вот у нас все проверки, столовая, форма, вот это все замечательно, совет работает активно. Я единственное, что там, чуть-чуть помогаю. Много лет Жанна Раифовна является председателем общественного совета при Ленской ЦРБ. Его члены рассматривают проблемные вопросы, которых, рассказывает Жанна Беликова, очень много. Из таких больших случаев я только вспоминаю, когда у нас заканчивались бюджетные средства на инсулин, и тогда мы обратились к депутатам районного совета, и мы наших ленских больных не оставили в конце года без инсулина, выделили были деньги. То есть, вот такая работа ведется, чтобы если вдруг что-то срочно, где там надо помочь, конечно, мы подключаемся к общественным советам. Еще одно новое направление, которое открыла для себя наша героиня – наставничество. Это не такой карательный орган, когда мы должны ребенка там контролировать, наказывать, учить. То есть я не педагог, не психолог. Это чисто вот такое наставничество, помочь. Найти у ребенка какой-то интерес, как-то его развить, как-то ему привить вот какую-то культуру, уважение, вот что такое вот к ребенку. А я хочу сказать, дети это хорошие. Мы когда пришли на комиссию, там все такие ребятишки-то хорошие. Просто действительно, может быть, им не хватает родительского внимания, может быть, какой-то вот интересов, но надо действительно просто ребенка раскрыть. И мне достался очень хороший мальчик такой вообще, мальчишка хороший. Вот мы сейчас с ним контакты у нас налажены, мы с ним разговариваем, мы общаемся. Хороший мальчик, я думаю, мы с ним еще найдем общий язык, и с его мамой найдем. В общем, я даже счастлива, что вот такой мальчишка мне попался. Помимо огромного перечня общественной деятельности, которой занимается Жанна Раифовна, с супругом у них много лет успешно работает свой бизнес. Если был бы один, наверное, ребенок, да, мы бы уже давно бы всем бы обеспечили, сидели бы на диване, смотрели бы телевизор. Детей много, дети растут, нужно помогать. У меня сейчас один студент, скоро еще одна будет студентка. Поэтому, конечно, мы же с мужем думали, что нам надо заниматься чем-то еще. Поэтому в силу вот своей, что я работаю в аэропорту, я стала смотреть, чем можно еще заниматься. И вот так вот получилось, что сейчас у нас есть еще небольшая транспортная компания, которая возит груза в город Ленск. Есть агентство по продаже авиабилетов, которое тоже очень находится в центре города, пользуется популярностью. Есть несколько курьерских доставок, которыми я тоже занимаюсь. Вот когда вот свободное время есть, поехала. Если нет, то мне помогают мои семейные. Доставляем письма всевозможные. Вот. Еще одно хобби – проведение свадеб, юбилеев и корпоративов. В этой области она тоже лидер. Ее услуги востребованы всегда. С ее участием любое торжественное мероприятие становится незабываемым и веселым. Так как я всегда улыбаюсь, мне всегда весело на позитиве, мне очень нравится, когда праздник. Я особенно люблю вести свадьбы. Потому что на свадьбах встречаются два разных клана, которые за короткое время нужно примирить, посоревновать, породнить. И вот это вот все так интересно. И свадьбу очень обожаю вести. И сейчас мы идем вдвоем с подругой. Мы очень востребованы, нам это нравится. А совсем недавно она организовала и свой юбилей. На торжество приехали дети и племянники-именинницы. Праздник был грандиозным и душевным. Самым трогательным моментом стала песня, которую Жанна Раифовна исполнила для своих родителей. Спасибо вам за все, мои родные. Спасибо вам за то, что я живу. За то, что есть вы у меня такие. Я папа с мамой нежно вас зову. Спасибо вам за ласку и любовь. Спасибо вам за помощь
Научи терпение, я повторю вам это вновь и вновь. Я повторю, я ваше ведь творение. Мои родители, я благодарна вам за все. Поймите вы, мои родители, а если делаю не так, меня простите вы. Вся занятость героини нашего репортажа сказывается на семье, времени на которое остается совсем мало. Но супруг и дети относятся с пониманием к интересам жены и мамы и во всем ее поддерживают. Ну, у нас в доме папа, он, наверное, еще и за маму. Мне повезло то, что у меня муж очень хорошо готовит, вкусно готовит, а главное, что он любит это делать. То есть, если бы это было и у него как бы нет, это приходилось бы, конечно, мне. А так вот он очень в этом находит свое призвание. Да. Ваше отсутствие постоянно. Поэтому вся вот это вот, он вкусно стряпает пироги. Если летом, то это огород. Он ухаживает за огородом, он выращивает все, он все консервирует. У нас не пропал ни один огурец, ни один помидор, потому что папа это все законсервирует. Все это будет все съедено. Очень все вкусно. Признается, что готовит папа очень вкусно и дети, но мнения их, конечно, разошлись в плане выбора фирменного блюда. Дочка сказала, что любит плов, сыновья – мясные блюда, а жена предпочтение дает рыбе и выпечке. А блинчики? Да, у нас был такой ритуал, каждую субботу блинчики. Папа нас будил запахом блинчиков. У нас иногда друзья, когда приходят к нам в гости, мы садимся за стол, у нас там разносол на столе. Если спрашивают, ты что готовила, я говорю, я хлеб резала. С супругом Жанна познакомилась на море во время отпуска. Увидев рыжеволосую девчонку, Игорь не устоял от ее красоты. Понял, что это судьба. Ну, не знаю, у меня вот как-то к рыжим всегда было... У меня не было рыжих девчонок. Я как-то всегда им симпатизировал. А потом я узнал, мама мне сказала, что ты когда был ребенком, ты, оказывается, говорил, что у меня жена будет рыжая. А я этого не помню. Да ты что, она серьезно? Говорит, да, блин. Маленький сказал, я женюсь на рыжей. А я даже не в курсе. Получилось, что курортный роман затянулся уже, у нас было 28 лет. Супруги мечтали о большой семье, планировали, что станут родителями 3 детей, но жизнь распорядилась по-другому. Была мечта. Вот, и все же верят в какие-то примеры. Когда сидишь между двумя именами, загадываешь желание, когда падает звезда там, или что-то такое, я всегда загадывала одно желание. Всегда у меня было одно желание: хочу дочку, хочу дочку, хочу дочку. Ну и вот так вот получилось, что вот как-то забеременели, решили, ну что, будем рожать, будем. Ну, мальчик так мальчик уже. Уже никто не верил, что будет девочка. И когда мне на УЗИ сказали, что будет девочка, я прибежала к мужу, муж так отмахнулся и сказал: ай, тебе со вторым говорили, что девочка, типа, успокойся уже, мать, не будет у нас девочки. Но я помню, что еще тогда только-только появились телефоны, я написала мужу смс-ку: папа, наконец-то у нас дочь. Вот, родилась, да. Но это, наверное, нужно было столько ждать дочь, чтобы вот ее получить. Помогали молодым в воспитании детей родители Жанны Раифовны. Бабушка по образованию педагог, поэтому миссия по выполнению домашнего задания или разбору новой темы лежала на ней. До школы все дети уже умели читать, считать, и все школы пошли подготовлены благодаря бабушке. Пока мама ездила на сессии, она все время говорила: давай, сейчас мама приедет, а мы уже новые буковки знаем. Вот от мамы помощь была и когда дети были маленькие, и когда они сейчас выросли. Вот надо сейчас куда-то бежать в художку, забежала к бабушке, перекусила. Поэтому, ну, родители — это беда и выручка, естественно, всегда. Во все время родители помогают очень много. Игорь во время учебы жены, в период сессий и рабочих поездок оставался на хозяйстве, занимался детьми. Благодаря ему, признаются героини нашей передачи, у нее всегда была возможность развиваться, осваивать новые направления общественной деятельности и реализовывать свои самые смелые мечты. Сегодня семья Беликовых живет в небольшом микрорайоне, в простонародье вертолетная площадка. У них свой дом, 4 кошки и 2 собаки. 5 лет назад моему мужу было 50 лет. Мужа отметили, уже прошел юбилей, я была на работе, мне позвонила как-то девушка, которая в уши, лапы, хвосты была, и говорит: а вы нашли свою таксу? Я такой: ой, нет, муж забыл, когда это было. Она такая: а ты где сейчас? Я говорю: я на работу еду. Она говорит: подожди, пожалуйста, меня, где ты на дороге? Ну, я говорю: хорошо. Я ее подождала, она подъезжает ко мне и бросает мне вот такой вот щеночка, вот комочек вот такой вот.
Я говорю, это кто? Она говорит, это такса, и уехала. Ну, привезла на работу. Я говорю, девочка, что мне, говорю, делать-то с ней? Я говорю, как? Я говорю, вот, ну, и как мужу-то сказать, что вот щенок у нас? Они говорят, зови его сюда. Я позвонила мужу и говорю, приедь, пожалуйста, ко мне на работу, что-то забрать там надо. Подъедь, пожалуйста. Ну и он подъезжает, заходит ко мне в перевозке, и девочки такие, он увидел, говорит, ой, а что это такая? А девчонка говорит, а это вам с днем рождения, подарок. И он вот так вот, знаете, ее взял и говорит, это моя Люся. И вот все, сразу Люся стала. Живность, огород, всем этим занимается муж Жанны. Он, как и супруга, успевает все и везде. В прошлом году он построил во дворе большую беседку, в которой семья любит отдыхать. Все лето они жарят шашлыки, готовят различные вкусности на казане, а иногда просто вечерами пьют чай на свежем воздухе. Тандыр, мангал в казане, большой 19-литровый казан, да? 20-литровый казан. Там вот шулюм, плов, вот это вот все. Большой камин. Когда вот уже вечереет, прохладно, мы садимся у камина, греемся. У нас большая беседка, там есть столы, диванчик стоит. Да, и у нас приезжают друзья очень часто. Мы в основном любим вот так. Героиня нашего репортажа – яркая, многогранная личность, интересная женщина, с которой хочется общаться снова и снова. Пока мы писали нашу передачу, мы узнали много нового о Жанне Раифовне, с которой знакомы уже давно. Были удивлены, что у простого человека, у которого в сутках так же, как и у всех, 24 часа, хватает времени на все, на сотню общественных дел, работу, семью, и остается время еще на увлечения и хобби. Они у нее, кстати, как и сама героиня нашей передачи, весьма необычные. Я коллекционирую стулья. Маленькие. Я коллекционирую стулья. У меня есть ювелирные стулья. У меня есть стулья из янтаря. У меня есть золотой стульчик. У меня есть пластмассовый. У меня есть детские стульчики. Есть из металла стульчики, из камня стульчики есть. У меня есть серьги стульчики, брошки стульчики у меня есть. Я коллекционирую стулья. Ну, это на сегодняшний момент, ну, наверное, их штук 50. Всевозможных. А из янтаря какие у меня красивые стулья. А получилось, как, знаете, когда-то была такая ушедшая шведская мебельная компания, и там были такие крючки для вешания полотенца в форме стульчиков. Мы их купили, но куда повешать на кухне, мы им не придумали место. Они стали стоять у меня в комнате на тумбочке, и я на них ложила свои колечки, цепочки вешала. Мне так это понравилось, такие красивые стульчики. И потом кто-то мне принес и говорит, ой, давайте вот я бы 4-й стульчик стоять. Ну, к 4-му пришел 5-й, 7-й, 10-й, 20-й, и Остапа понесло. А еще я коллекционирую броши в виде пауков. Общих увлечений у Беликовых много. Отдых на природе, рыбалка и, конечно, любовь к путешествиям, после которых остаются десятки приятных воспоминаний. Естественно, многодетные семьи сталкиваются с такой проблемой, что ездим в отпуск все вместе, везем что туда вещи, потому что надо детей переодевать. И тогда, когда не было вот этих всех наших Wildberries, вот этих всех маркетплейсов не было, пришлось все закупаться там. И вот с отпуска мы возвращались, полные чемоданы, потому что надо детям купить и верхнюю одежду, и в садик, и в школу, и обувь нужно купить, и что-то домой, и подарки. И один раз, возвращаясь из отпуска, мы отъезжали от моей свекрови, ну, мамины, Игоря мамы, я посчитала, мест багажа у нас получилось 19. Это так, чтобы не потерять ничего. То есть это я посчитала и детские рюкзачки, и свою сумку. И у нас был попугай в клетке, и горшок, чтобы в самолете лететь, и чемоданы вот сдали. И мы приехали в Краснодар. И чтобы до аэропорта доехать, мы сняли целую маршрутку, потому что мы не влазили туда со своими чемоданами. Вот так вот мы с детьми отдыхали. И вот сейчас подумали с мужем, вдвоем-то мы ездили только 10 лет назад на мое 40-летие. Отмечали мне юбилей. Спустя 10 лет юбилей Жанны Раифовны супруги решили отметить снова вместе. Муж подарил имениннице путевку в Дубай с круизом по Персидскому заливу на современном 19-палубном лайнере. Года 3 назад я своих друзей попросила написать в блокноте, что я должна успеть сделать до 50 лет. И, честно говоря, я от них ожидала вот что-то такое, похудеть, поменять машину, там, ну, перекраситься даже, вот что-то такое. Ну, мои друзья на то они такие же, как и я. Они мне написали такие желания. Но мне пришлось их исполнять. И самых диких это было посетить обязательно Калининград и все его там достопримечательности, что мы сделали с детьми. Одна моя подружка мне заказала выщипать 3 раза брови, что я не очень любила делать, но я сделала это. Ну и кто-то из друзей, не подписавшись, сказал, что прыгнуть с парашюта. Или на этом. Ну, на параплане. И я нынче была в Турции, и я совершила этот прыжок.
Сегодня героиня нашей передачи признается, что счастлива. Для счастья надо не так много. Главное, чтобы близкие и родные люди были живы и здоровы. Я вот, когда сейчас все приехали ко мне на юбилей, я вот сижу за столом, и я, знаете, чем счастлива? У меня живые, здоровые родители. Они сидят рядом со мной. Мой муж, все дети мои приехали, племянница. И я вот сижу так вот, знаете, вот облокотилась, смотрю на всех, и говорю, я самая счастливая. У меня живы папа с мамой, у меня все детки, вот такие уже взрослые, красивые, уже устроенные в жизни. Вот я вроде как уже все как бы состоялось, вот это все есть. Я вот самая счастливая. Вот мне вот большего, наверное, ничего не нужно.